Несколько лет назад молодой предприниматель разработал собственную программу обучения и открыл IT-школу. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов. И сегодня гость нашей студии, руководитель IT-школы Алексей Ларионов. Алексей, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. Алексей, сегодня мы хотелось бы поговорить о креативной экономике и развитии IT-школы. Да? Вот вы, пожалуй, один из тех первых, кто в Якутии начал развивать как раз-таки креативную экономику, о которой сейчас говорят очень много. Вот для вас это что все-таки? Да, во-первых, я бы хотел такой небольшой комментарий. Все-таки слишком громко было бы говорить, что я один из первых людей, потому что все-таки я считаю, что одним из первых людей был, в смысле, есть директор технопарка, который сейчас является министром цифрового развития, Семенов Анатолий Аскалонович, потому что именно он двигает вообще вот это вот все, цифровую экономику, креативную экономику в Якутии. Вот. А вообще, что это такое в моем понимании? В моем понимании это, вообще на самом деле вот этот термин, да, цифровая экономика, креативная экономика, он достаточно такой обширный, и сегодня очень много людей имеет разные мнения по поводу него, что это такое конкретно, как это называть. И это, в принципе, нормально, потому что область очень такая обширная, не статичная, и она очень сильно меняется, но в моем конкретном понимании это экономика, где добавленная ценность какого-либо продукта создается с помощью интеллекта, то есть с помощью конкретно человека. То есть креативная экономика – это не обязательно там что-то такое креативное, да, то есть какие-то там, не знаю, произведения искусства, возможно, прочее, как, в принципе, люди зачастую думают. То есть креативная экономика – это просто то, где добавленная ценность товара создается путем… Лично для вас школа – это больше все-таки бизнес или способ самореализации? Это все-таки больше способ самореализации, потому что бизнесом как таковым это сложно назвать. Потому что, допустим, если сравнивать, если смотреть с точки зрения бизнеса только, да, если сравнивать то, какие у нас обороты и какие там, допустим, обороты у, хотя бы кафе тех же самых, да, то там, разница очень большая. Поэтому для меня это в первую очередь больше даже не про самореализацию, наверное, это больше про именно создание ценностей. Давайте непосредственно о школе поговорим. Хоть мы и сказали, что это больше способ самореализации, но насколько он все-таки доходен, да, этот бизнес, и сколько стоит вообще обучение в вашей школе? Такие прям. И как проходит обучение, пожалуй? Да, у нас сейчас 200 учеников, стоимость обучения составляет 5000, я думаю, понятно, да? То есть, примерно вот такие суммы. Естественно, оттуда уходит, часть идет на аренду, часть идет на зарплатный фонд, вот эти вот вещи. И самое главное, что я вообще, даже не я, мы вообще в школе стараемся какие-то если появляются какие-то свободные ресурсы, я всегда их стараюсь как-то направить на то, чтобы дальше, в саму школу. То есть не для каких-то там своих личных вещей и прочее. Допустим, у нас компьютерный парк наш, у нас 40 компьютеров. Все это покупалось за свой счет тоже. И нам, кстати, недавно совсем, этой весной компания Майтона подарила класс. Это было очень сильно помогло нам, потому что мы уже закладывали определенный бюджет на то, чтобы обновлять вот этот класс. Алексей, очень интересно было бы узнать, как вообще проходит сам процесс обучения и чему вы обучаете, каким навыкам? Так, у нас программа обучения в школе 2 года. Ребята занимаются 3 раза в неделю по часу. И мы с этого года выстраиваем такую систему, что когда ребята приходят к нам, мы занимаемся больше теорией, но мы также вводим домашние задания, которые условно называются домашние задания, которые ребята, практика уже, чтобы происходила у них дома самостоятельно.
Вот, и во время обучения ребята делают разные проекты, как бы все их можно посмотреть на нашем сайте. Есть социальные проекты, есть коммерческие проекты, как-то так. Ну вот план, по которому обучаются дети, он для всех един? То есть одна программа или это несколько направлений? Нет. Ну, у нас есть два направления: программирование, компьютерная графика. Все. Вот если, допустим, программирование, то все обучаются по одной программе. Я вот здесь хотел тоже сделать такое замечание, потому что очень часто среди родителей это непонимание происходит. У нас основная наша миссия, основная наша задача – это не работа со звездами, не работа с талантами. Наша основная задача – это, то есть, целевая аудитория. Да? Наша основная целевая аудитория – это ребенок 7-8 класс, который не имеет никакого опыта вообще ни в программировании, ни в графике. И, возможно, даже более того, он не сильно и замотивирован даже, то есть заниматься этим. Вот. И у нас почему мы решили сделать именно так? Потому что только такой подход обеспечивает массовость. То есть есть много кружков, которые изучают программирование, да, вот эти вот вещи. Тот же Яндекс.Лицей, например, очень классная штука. Вот, но у них высокий порог вхождения. То есть либо ребенок должен уже обладать какими-то знаниями, либо у него должны быть какие-то ярко выраженные таланты к тому, чтобы заниматься. А для чего нужна этим. массовость? Вот вы говорите, необходима массовость. Ну как? Для того, чтобы Какие у нас... цели вот, в итоге вы преследуете? Вот вы еще говорите, что в принципе из каждого ребенка можно вырасти большим специалистом. Реально ли это на самом деле? Ну, Каков если процент, я скажу, скажем так? что прямо из каждого, то это все-таки будет ложь, потому что, конечно, нет. Но наша задача – это повысить максимально шанс, вероятность вот этого, да. Зачем нужна массовость? Для того, чтобы, вот все, что мы говорим про цифровую экономику, развитие IT, то есть это невозможно без массовости. Если у нас, допустим, если бы мы работали с талантами только, да, то есть с талантливыми ребятами, которые уже имеют опыт, у нас было бы сейчас, человек 20, наверное. Вот. Ну, в этом-то и специфика вашей работы отличается от других подобных школ. Ведь в чем сложность? Вот в тех школах готовят, уже выбирают талантливую там молодежь, да, вы берете с нуля, начинаете. Да. Вот в чем сложность, с чем сталкиваетесь? С тем, как раз-таки самое... И вот здесь, я вот вчера было совещание, панельная дискуссия, я там сказал такую фразу, вот, очень такую наивную, как кажется, да, на самом деле все образование полностью, вот вся система образования, большая вот эта вот структура, она вся должна строиться на эмоции. Даже, что здесь я имею в виду, она должна строиться на ученике. То есть в самом низу вот этой всей системы есть ученик. И у ученика есть эмоция определенная, то есть, либо ее нету. Вот. И дальше над учеником стоит преподаватель, у которого тоже должна быть эмоция. Над преподавателем стоит руководство школы, которое тоже должна быть эмоция. То есть ребенку должно быть интересно изучать предмет. Преподавателю должно быть интересно обучать. Руководству школы должно быть интересно создавать условия для преподавателя. Понятно, да? То есть вот и на самом деле, наверное, в этом наш секрет, потому что как только я начал заниматься этим, я вот сразу понял то, что все, о чем я должен думать, я не должен думать про расширение, про стратегию и прочее. Я должен думать только над тем, как сделать так, чтобы ребенок испытывал эмоции на наших уроках. Все. И то есть, когда мы пишем учебную программу, у нас все время в голове стоит, оказывается, даже есть такой официальный термин, мы не знали, называется продюсирование эмоционального контента. То есть создавать урок такой, чтобы он вступал в резонанс с эмоцией у ученика. Все. Как только эта задача достигается, как только мы доходим до того, что мы в ребенке что-то зажигаем, остальное уже
все само происходит. Он сам начинает интересоваться этой темой, он сам начинает что-то копать, развиваться. Вот и все. То есть в этом большая, наверное, беда современного, даже, наверное, ну не только системы образования, вообще общества в целом, в том, что мы не думаем про эмоции. Алексей, давайте вот поговорим о выпускниках, о ваших воспитанниках. Вот у школы уже есть и выпускники. Вот как вот вы с ними ведете работу в дальнейшем, смотрите, наблюдаете ли за их дальнейшей судьбой, кем они стали? И вот еще хотелось бы сразу параллельно задать вопрос. Прошли международные интеллектуальные игры. Довольны вы результатами ваших воспитанников? Какие результаты они показали? Сначала скажу про выпускников. Вообще, официально у нас выпуск был первый в этом году. Но до этого как бы я преподавал сам, и у меня тоже есть выпуск. Вот, и ребята сейчас занимаются, ну, то есть есть выпускники, они уже поступают в Москву, да, на различные специальности. Вот. Есть ребята, которые еще в Якутске пока что, ну, 9-10 класс, они разрабатывают свои какие-то стартапы, проекты, ну, вот. Это что касается выпускников. Что касается международных интеллектуальных игр, ну, мы заняли 4-е место из 20 команд по программированию. То есть мы участвовали конкретно как IT-школа. И у нас просто у 3-го места 429 баллов, по-моему, у нас 428 баллов. Вот, и поэтому вот этот 1 балл, он до сих пор меня как бы сидит в голове. Но в целом я очень сильно, как бы, я очень доволен вообще как бы тем, что такое мероприятие есть, оно находит поддержку среди властей, потому что вот международные интеллектуальные игры, да, хакатоны, вот эти вот вещи все, обычно вот люди, население, которое далеко от этого, оно как бы, зачем это нужно? Зачем тратить бюджетные деньги на это? Да? Зачем создавать какие-то хакатоны дурацкие, на которых ничего не происходит, ничего не обытывается? На самом деле здесь основная задача таких мероприятий – это не конкретно сам результат, да, который приходит на мероприятиях. Более важно другое. Более важно, что только благодаря таким мероприятиям создается сообщество. То есть мы даем сигнал молодым ребятам, молодым людям, то, что эй, здесь происходят клевые штуки, давайте занимайтесь этим. И люди начинают узнавать про это, ну, то есть начинает создаваться сообщество, комьюнити. И вот это очень важно на самом деле. И я считаю, что международные интеллектуальные игры в этом плане, да, это очень хорошая штука. Алексей, и в завершении нашей беседы вот расскажите о своих планах, о чем мечтаете, скажем так, ну, на ближайшие лет 10. Да. Может быть, повысить планку как раз-таки на будущий год по интеллектуальным играм международным? Нет. У нас не задача на ближайшие 2 года. Мы должны выйти на всю республику, чтобы в каждой школе в Якутии были курсы по нашей программе. Вот. Это 2-3 года ближайшие. Если заглядывать дальше, то ну, я вот мало с кем делюсь, наверное, первый раз публично об этом говорю. У меня есть мечта создать университет, чтобы там была прямо 4-годичная программа обучения по принципу Хогвартса. То есть, вот, ну, то есть это какая-то загородная кампус, да, то есть большая столовая, тоже преподаватели там различных дисциплин, наук, ну, в общем, чтобы ребята оттуда выходили уже конкретно, даже не то чтобы готовыми специалистами, потому что готовыми специалистами часть ребят уже у нас выходит после нашего 2-годичного курса, уже выходят, в принципе, неплохими специалистами. А там уже, чтобы конкретно это был котел, собственно, вот, который, ну, синергия вообще всего то, что у нас происходит, и чтобы оттуда ребята выходили, если не со своими проектами, да, то уже, возможно, участвовали в каких-то российских, международных проектах. Алексей, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Желаем, чтобы все ваши планы реализовались обязательно. Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии был руководитель IT-школы Алексей Ларионов. Оставайтесь на нашем канале. Сейчас мы сделаем следующее. Так как у нас запись, мы чуть-чуть там перебрали
по времени мы сейчас сделаем, как будто я вам вопрос задаю, просто картинку сделал, как будто я вам что-то говорю, слушаем, ну, для раскадровки, скажем так. Потом, наоборот, там секунд 10 посидим. Да, то есть, как бы так. А вообще давно работаете? Вот идея, скажем так, изначально всего родилась вот эта вот школа? Ну, в 2014 это я